Развитие социальной поддержки пациентам с редкими и генетическими заболеваниями обсудили сегодня в Сыктывкаре. По приглашению благотворительного фонда «Сила добра» в столицу Коми приехали общественники и медики Санкт-Петербурга. Специалисты успели ознакомиться с больницами и соцучреждениями. В течение 2 дней эксперты проведут не только теоретические занятия, но и консультации пациентов с ДЦП. Виктория Палкина о масштабах проблемы. Муковисцидоз – тяжелое наследственное заболевание с поражением органов дыхания. Сегодня никак не приговор. Пациентов с таким диагнозом в Коми не больше полусотни. Специалисты из Санкт-Петербурга уже побывали в главной детской лечебнице региона. И таких больных, уверены эксперты, необходимо лечить в отдельных палатах. Есть мельцеровский бокс, это очень хорошие такие боксы, которые имеют отдельный там вход и выход. Но госпитализируются они совместно, конечно, с другими детьми. Я прекрасно понимаю, что коечный фонд, наверное, очень мало, сокращение больниц идет повсеместно по всей России. Наверное, можно найти какой-то компромисс, который бы устраивал и больницу, и пациентов. Особо говорили о комплексной медицинской реабилитации детей с повреждением нервной системы. Сегодня, по словам медиков, все лечебницы зависят от койко-дней. Но за нормативные 21 сутки добиться результатов невозможно. В Санкт-Петербургском благотворительном центре вышли на новые сроки реабилитации. И для пациентов все бесплатно. Начали работать не менее чем 3 месяца с каждым ребенком и, собственно, начали получать те результаты, которые нас, как врачей, как медиков, устраивали. В чем они заключаются? То, что ребенок, который принципиально не мог сидеть, принципиально не мог стоять, принципиально не мог ходить, он начинал сидеть самостоятельно, стоять самостоятельно, ходить самостоятельно. В Коми есть необходимая медицинская база для создания своего регионального реабилитационного центра, заверили специалисты. Но, как и в других регионах, мешает одна проблема – слабое взаимодействие структур, как социальных, так и медицинских. Это должен быть общий диалог. И генетики, и морфологи, и все специалисты. Также это четкое взаимодействие должно быть межрегионального учреждения, социальной сферы, здравоохранения. Потому что это только помощь каждому пациенту, чтобы его лучше оказать услуги, и медицинские, и социальные нужно вместе взаимодействовать. Завтра в рамках конференции «Редкие, но равные» пройдет акция «Вместе ради детей». Для них организуют не только развлекательную программу, но и медицинские консультации. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.